ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Не каждый знает, что крупнейшая в Евразии группа месторождений бокситов располагается не где-нибудь, а в республике Коми. Она называется Ворыквинская. По оценкам, запасы полезных ископаемых здесь порядка 260 миллионов тонн. Это крупнейшее месторождение в России, где добыча идет открытым способом, в карьерах. В 1992 году создали предприятие «Боксит Тимана» для освоения запасов. В 2007 году оно вошло в группу компаний «Русал», мирового лидера по производству алюминия и глинозема. Непосредственная добыча ведется на руднике. Он расположен в Княжпогосском районе. Сегодня попасть туда можно двумя путями. Вертолет используется в крайнем случае, а основной маршрут – железная дорога. До рудника 160 километров. Это почти 3 часа пути. Туда отправляются люди и техника, обратно везут готовые продукты. В силу удаленности и труднодоступности на руднике организовали особенные условия труда. Вахтовый поселок – это не просто балки-времянки. Рудник – большой комплекс, один из самых комфортабельных в регионе. Ангары, гаражи, склады и жилые здания. Строения соединены крытыми переходами для удобства перемещения в непогоду и зимой. В этом году построили еще одно двухэтажное общежитие для сотрудников на 104 места. Это настоящий удобный дом, и только леса вокруг напоминают, что ты за десятки километров от цивилизации. Новое общежитие заселили в июне, еще одно должны построить к сентябрю 2017-го. Также возведут административный блок. А собственно, зачем такие траты? Ответ – расширение штатов. Уже в этом году, по сравнению с прошлым, горняков на предприятии станет на 200 больше. Основной это коллектив, это не только я, это ИТР, рудника, рабочие, опытные, которые сталкиваются непосредственно здесь на месте работ с трудностями. На них мы получаем опыт, преодолевая эти трудности. И в будущем будем уже с этим опытом, багажом знаний идти на новое месторождение. О каком новом месторождении речь? До 2017-го добыча бокситов велась на Вежаю-Ворыквинском месторождении. Только в прошлом году отсюда поставили более 3 миллионов тонн товарной продукции. Однако здесь запасов руды осталось всего на несколько лет, и было решено перейти на новое месторождение – Верхнещугорское. Оно расположено в 6 километрах от рудника, это дальше прежнего. Сейчас здесь ведутся горные работы для подготовки карьеров к добыче, приступят в следующем году. Это месторождение позволит нам снабжать наши глиноземные заводы, находящиеся на Урале, поставщиками которых мы являемся по бокситу. На данных месторождениях более сложные горно-геологические условия. Тут намного выше коэффициент вскрыши. Сейчас мы уже везем вскрыши погоду в 3 раза больше, чем в 2016 году. И глубина залегания бокситов на данных месторождениях намного ниже, чем на тех, на которых мы сейчас работаем. Однако трудности никого не пугают. Для успешного освоения нового месторождения компания «Русал» планирует нарастить мощности. В развитие производства в 2017 году инвестируют свыше 1,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строительство, развитие инфраструктуры и вспомогательных объектов, горные работы и, конечно же, на покупку новой техники и расширение штата. Сейчас численность рудника – это 700 человек, но эта цифра будет расти. Что касается техники, то ее парк также пополняется. Только с августа 2016-го пришло 14 новых единиц, которые сейчас уже вовсю работают. Это огромные грузоподъемностью в 90 тонн самосвалы. Это бульдозеры, буровые установки, экскаваторы разных видов. К 2018-му техники будет еще больше – 89 единиц в целом. Впрочем, без дела не простаивает ничто и сейчас. Например, такой монстр, как этот Hitachi X2500. Его мощность более 1100 лошадиных сил. Он наполняет кузов самосвала в среднем за 2 минуты. В его 15-кубометровом ковше вполне можно поставить туристическую палатку на пару человек. И всей этой махиной управляет один человек. Здесь могу сказать одно, что именно вот эта данная модель здесь при разработке этого карьера лучше всего отрабатывать с крышу по твердым грунтам. То есть идешь по слою твердому и глину там, допустим, такие суглинки берешь, то есть проблем никаких нету. Ни машины не вязнут, не буксуют. В этом плане этот экскаватор очень хорош. Во-первых, мне привлекает большая техника, любая. Мне нравится в этом. По технологии в карьере сначала техника убирает так называемую вскрышу, это пустая порода. Когда до залежей бокситов наконец добрались, они красного цвета, настает второй этап – бурятся скважины. Туда закладывается взрывчатка и руду взрывают.
В 2016 году прямо на руднике появился новый объект – модульная мобильная технологическая линия производства полуфабрикатов для эмульсионных взрывчатых веществ. За сложным словосочетанием скрывается понятная суть. Установка позволяет производить компоненты для взрывных работ прямо на руднике. К тому же полуфабрикаты будут закладывать непосредственно в скважину, а это повышает безопасность. В связи с тем, что у нас увеличиваются объемы горных работ, соответственно, увеличиваются объемы скальной вскрыши и объем взрывных работ. Вот. Эта установка позволила нам значительно увеличить объемы взрывных работ за счет производства взрывчатых материалов на месте взрывных работ. Ну и, собственно, удешевить в месяц у нас получается до 5 миллионов рублей экономии по производству, если бы мы покупали, допустим. После всех трудов бокситовая руда поступает на шихтовальный двор. Здесь производится химанализ на содержание глинозема и по другим параметрам. Затем ее сортируют в отдельные штабеля по объемам и концентрации. Готовят к отправке. Основные потребители продукции рудника – это уральские заводы, но не только. География маршрутов простирается от Ухты до Новороссийска и от Санкт-Петербурга до Ачинска. В среднем на формировку одного штабеля отводится до 1,5 суток и столько же на подготовку и подачу. В день формируют до 3 железнодорожных маршрутов, это до 168 вагонов, примерно 11 тысяч тонн. Кстати, в 2016 году на руднике была добыта юбилейная 35-миллионная тонна боксита со среднетиманского месторождения. Добиваемся при отборе негабарита и дроблении, чтобы не попадала фракция, то есть крупногабаритные куски для погрузку. Это предусмотрено у нас договорами с заводами-потребителями. Вот. Ну и влажность боксита, чтобы была его сыпучесть, чтобы не было проблем на заводах-потребителях. С началом в 2017 году добычи на Верхнещугорском месторождении объем добычи останется примерно на том же уровне. Однако ожидается значительное увеличение объемов по горной массе, но также и вырастет производительность труда по сравнению с 2015 годом в 2 раза. Увеличится парк техники, на руднике будут возведены новые объекты. Только в 2017 году на социальное назначение в обеспечении работы вахтового поселка «Русал» потратит более 8 миллионов рублей. Для региона наращивание мощностей также в плюс. Это новые рабочие места. Согласитесь, сегодня это не может не радовать. В 2017 году боксит Тимана отмечает свое 25-летие и встречает круглую дату хорошими производственными показателями. И открывает новую страницу в истории предприятия и горно-рудной промышленности Республики Коми.